Атыяқтақ укурдук аймабыт ағыдойду улу серитигер айыллыбыт ырыалар. Сери бастакы тергене тыгыгыттан кöyі салюта ниргиер дери, саллат санатын күйірделлері, сүргетін көтөғөллөрө, күйіга сирдиллері. 24 июня 1941 года газеты «Известия» и «Красная звезда» опубликовали стихотворение Василия Лебедева-Кумача, начинавшееся словами «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой». Стихотворение в газете прочитал руководитель краснознаменного ансамбля песни и пляски Красной армии Александр Александров. Оно произвело на него такое сильное впечатление, что он сразу же сел за рояль. Премьера песни состоялась на Белорусском вокзале. Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой. С фашистской силой темною, с проклятою ордой, пусть ярость благородная ступает, как волна, идет война народная, священная война. Петр Андросов тылдаргар, Николай Бойлахов матыгар, тыннахтар умгабат сылдара, рекые күнігер, День Победы куддук каянды ылланар. Саха священная война лета детак битна, арага сыгах пыт сола. Поэт Иннокентий Иванович Артамонов 16 сағыттан сүрбе үс сағыгардері Советская армия кәткетігер ыңырылдан сулус палабыта. Поэт бойбой сола аға дойды сәритін 2 степеннәқ орденынан онна 11 бойбой металінен бөлетеммите. Мен мантан сәриге барбытым қоғана сақа сәриттен аға дойды көміскелігер барбыт бойыттар сырдык обарыстара болбыта. Мен мантан сәриге бар бүтін, күйрәкі балаған жебіттен, Ираққа деретін кетен, турбута кіржағаз мен ағам. Фронтовик поэт Илья Дорофеевич Винокуров чағылған қайхар үрета сақа олаттарын күйігі кінаттабыта. Үрі мелуетін нуча таланнақ композитора Андрей Филиппович Костин айбыта. Каяры лы-лы, көтөгөрө сакалар, канна-канна тиеннер, көйені билбиттерей. Онтон, сорық олаттар, кайдойду каарыгар, көйі сүрдік жаралыгар, куустаран өлбиттерей. Эште канна сантыяр, эште канна кайар, шите онно сыты булья, шите сыдам кайар. По-новому звучала «Катюша» в годы Великой Отечественной войны. Героиню песни воспринимали как реальную девушку, которая любит бойца и ждет ответа. Но не только в песнях. Жила в ту суровую пору Катюша. Ее именем народ ласково окрестил новое грозное оружие, наводившее ужас и страх на наших врагов. «Ветер на рейде» — слова Александра Чуркина, музыка Василия Соловьева-Седова. В годы Великой Отечественной войны песня «Ветер на рейде» была одной из любимых лирических песен, причем не только у моряков, про которых в ней поется. Ее пели все.
Поемте, друзья, ведь завтра поход, уйдем предрассветный туман. Поем веселей, пусть нам подпоет седой боевой капитан. Прощай, любимый город, уходим завтра в море, и ранней порой мелькнет за кормой знакомый платок голубой. «Землянки» слова Алексея Суркова, музыка Константина Листова. Первая лирическая песня безоговорочно принята и сердцем воюющего солдата, и сердцем тех, кто ждал его с войны. По справедливому утверждению ее автора, поэта Алексея Суркова, суждено было стать песней «Землянки». Впоследствии поэт вспоминал. Это были 16 строк из письма жене Софье Антоновне. И сейчас, спустя десятилетия, песня в «Землянке» продолжает волновать сердца людей и остается гимном любви и верности солдатскому долгу. Память сохранила и имя солдата, ласковое, певучее русское имя Алёша. С розами он и увековечен в правде. По возвращению домой композитор поделился своими впечатлениями с поэтом Константином Паншиным. В 1971 году, к 30-летию начала войны, вышли фильмы «В бой идут одни старики» и «Минута молчания», где звучала песня на слова Роберта Рождественского «За того парня». Слово «память» здесь несколько раз отчетливо заявлено. Речь идет об удивительном свойстве памяти помнить то, что было с другим, то, чего в собственной биографии отнюдь не было. Эта память тяжела, но не помнить нельзя, потому что все зовет меня его голос, все звучит во мне его песня. Я сегодня до зари стану, по широкому пройду полю. Что-то с памятью моей стало, все, что было не со мной, помню. Бьют дождинки по щекам палым, для вселенной 20 лет мало. Даже не был я знаком с парнем, обещавшим я вернусь, мама. А степная трава пахнет горечью, молодые ветра зеленые. Просыпаемся мы, и грохочет над полночью то ли гроза, то ли эхо прошедшей войны. День Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Бүгін Лукайы, бүгін ырғай күні, ырғай талан үрдәті, сатқыжалы үрдәті. Потом был Сталинград, контузия, госпиталь, снова фронт. И там на моих глазах погибали однополчане. До сих пор удивляюсь, как сам уцелел, дожил до победы. Обо всем этом и мечталось рассказать песни. Рассказал автор стихотворения Владимир Харитонов. Естественно, не был ни свидетелем, ни тем более участником тех событий, про которые идет речь в нашей песне.
но я воспитывался в атмосфере мелодий, которые постоянно звучали первые послевоенные годы. Вероятно, что чисто эмоционально где-то внутри это отложилось, вспоминал композитор Давид Усманов. Ылмайын чағылқай қалланын андыгар, нергиян бір үрі тыллара барғанна. Ол үрі тыллара, өй сүрек ылларан, әргілен кәлбәтәқ саллаты ағынна. Болдың көйі күні, өспәт-сөппәт кәрес күні, айхал болдың көңіл күні, өдбүт герой тиллер күні.